Удивительная история заботы и самопожертвования, повествование о которой сохранилось на земле до наших дней, разворачивались на этой безлюдной пустынной долине, где нет растительности и злаков. Увидев бьющую ключом воду Хаджар, мир ей, обложила воду песком, чтобы она не растеклась. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: «Да смилуется Аллах над матерью Исмаила. Если бы она оставила Замзам течь, как он тек, то он стал бы бьющим источником, текущим по поверхности земли. Вода, появившаяся после удара ангела Джибриля по земле, образовала самый изумительный источник питьевой воды – колодец Замзам. Это самая благородная и достойная из всех вод. Арабы называют ее, Замзам, госпожой всех вод. Ее испитие является поклонением, и она милее любой воды для души человека. Воистину, она благословение. Воистину, в ней есть исцеление от болезни тела и недугов сердца. И воистину, один из признаков разницы между нами и лицемерами – это то, что они не насыщаются от воды Замзам. В этой воде смешалась благодать пророка, мир ему и благословение, которая озарила ее светом поверх света, и она стала ароматнее любого мускуса. Именно ею было омыто его благородное сердце в золотом тазике. Воистину, это неиссякаемый источник милосердия Всевышнего, приятный для пьющих и вызывающий чувство сытости у истинного верующего. Тот, кто часто пьет эту воду, не почувствует ни голод, ни жажду. Как же прекрасно это вечное знамение Всевышнего! 21 метр разделяет между Каабой и колодцем Замзам. Начало источника находится напротив черного камня, под площадкой, предназначенной для обхода вокруг Каабы. Кристальная вода поступает в колодец из двух источников. Один из них находится со стороны Каабы, а второй со стороны гор Абу-Кубейс и Сафа. Этот благородный колодец остается чистым и прозрачным с первого дня своего существования. В отличие от обычной воды, в ней не прорастают водоросли и грязь, и в ней не появляются какие-либо вредные вещества, насекомые или бактерии. По велению Господа, вода Замзам не перестает биться ни на одну секунду. При минимальном уровне заполняемости за 1 секунду в колодец поступает почти 11 литров свежей воды, а при максимальном свыше 18 литров. Удивительно и то, что вся вода этого огромного колодца сконцентрирована вокруг Каабы, доходя до глубины всего лишь в 31 метр. Путешествие благословенной воды начинается с момента ее прямого выкачивания из колодца посредством 2 огромных насосов, работающих по очереди все 24 часа. Собранная вода тотчас поступает на станцию фильтрации и распределения через специальные трубы, созданные из особого материала для сохранения ее уникальных свойств. Эта станция была построена по указанию короля Абдуллаха бин Абдуль-Азиза в районе Кудай, недалеко от заповедной мечети. Таким образом, Замзам делает первые шаги к сердцам жаждущих испить ее. Что касается мечети пророка, мир ему и благословение, то каждый день благословенную воду перевозят в Медину в специальных цистернах. Перед отправкой крышки емкостей плотно закрывают, и на них надевают особые замки, которые может открыть только ответственная служба в Медине. Эти меры предпринимаются для сохранения всех качеств воды при перевозке. В обычные дни в Медину отправляют в среднем 150 тысяч литров воды, а в сезон паломничества эта цифра доходит до 400 тысяч. Управление всеми процессами, связанными с выкачиванием воды из колодца и дальнейшей подачей на станцию,
а также слежение за насосами и системой труб осуществляется с помощью современных компьютеров посредством программы SCADA. После прохождения всех этапов перекачки и распределения, благословенная вода поступает в мечеть, в стерилизованных и охлажденных баках. В обеих заповедных мечетях насчитывается около 40 тысяч подобных емкостей для воды. Их распределением по коридорам и залам мечетей занимается соответствующая служба. Подготовка баков и их заполнение водой происходит внутри заповедных мечетей. Затем их аккуратно загружают на электромобили и развозят по точкам распределения. Для удобства паломников и посетителей мечети воду предоставляют как охлажденную, так и теплую. Также на каждом бачке есть карманы для пластиковых стаканчиков. В целях заботы о здоровье паломников стаканчики предназначены для одноразового использования. И сразу после выполнения своей задачи попадают в специальный мешок. Согласно данным службы контроля, ежедневно используется свыше 2 миллионов стаканчиков. Чтобы сохранить воду от загрязнения и нецелевого использования, сверху емкости закрываются специальным замком. Перед каждым наполнением водой на станции все баки проходят несколько этапов основательного очищения и дезинфекции. Также на всех этажах обеих мечетей установлены краны для питья. Для удобства паломников в сезон хаджа в проходах и коридорах мечети Аль-Харам дополнительно еще устанавливаются холодильники. Для тех, кто желает забрать зам-зам с собой, в восточной части мечети Аль-Харам отведено специальное место, где каждый желающий может наполнить собственную канистру, не мешая молящимся. В последние годы были также созданы передвижные отряды, которые несут с собой емкости с водой и раздают ее в местах наибольшего скопления людей, как, например, на площадке вокруг Каабы. К тому же, в целях облегчения гостям Аллаха, руководством заповедных мечетей осуществляется раздача готовых бутылок с водой, совершающим таваф, молящимся первых рядов, а также тем, кто находится в комнате для заупокойной молитвы. Ежедневное потребление воды в одной только заповедной мечети Аль-Харам в Мекке равняется 700 тысячам литров. А в сезон паломничества каждый день употребляется до 2 миллионов литров. Для сохранения воды от загрязнения и различных бактерий службы контроля за качеством воды в случайном порядке берут пробы из бачков и холодильников и в специальной лаборатории проверяют свойства воды на изменения. Обычно в течение дня количество проб доходит до 100.